Сотни уйгурских заключенных в тюрьме Керия в оккупированном Китаем Восточном Туркестане вынуждены работать по 12-14 часов в день на полях в интересах китайских бизнесменов, которые арендуют 1650 акров сельскохозяйственных угодий, принадлежащих тюрьме, сообщает радио «Свободная Азия». По словам сотрудника тюрьмы, заключенные в тюрьме Керия вынуждены проводить более половины дня на обширных полях, возделывая красные финики. Они хотят идеологически трансформировать заключенных во время работы на этих больших территориях, сказал тюремный работник. Он добавил, что заключенные должны выходить в поле под присмотром вооруженной охраны надзирателей в красных жилетах и с собаками. Арне Фройнд, исполнительный директор Puma, компании, обвиняемой в использовании рабского труда, сказал, что компания по производству спортивной одежды рассчитывает вернуться к двузначному росту в Китае в этом году. В отчете, опубликованном Австралийским институтом стратегической политики в 2020 году, было показано, что 83 известных западных бренда по всему миру извлекли выгоду из принудительного труда уйгуров в своих цепочках поставок. В дополнение к этому важные технологические компании, автомобильные, обувные и швейные бренды по всему миру, в том числе 9 европейских компаний, также являются соучастниками Китая. Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что человечество терпит неудачу в связи с нападениями Израиля на Газу. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Израиль остановить продолжающиеся нападения на сектор Газа. Однако правители исламского мира годами молчат о геноциде уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане со стороны Китая. Делегация на уровне заместителя министров, отправящего в Афганистане движение «Талибан», примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Китае на следующей неделе. Это станет признаком укрепления официальных отношений талибов с Пекином, даже если «Талибан» не будет официально признан ни одним правительством в мире. Официальные лица «Талибана» ранее участвовали в региональных встречах, которые в основном касались Афганистана. Встревоженная растущей военной мощью Китая и ужесточением ракетных испытаний Северной Кореи, руководство Японии решило значительно увеличить свои расходы на оборону в течение следующих 5 лет. Но в июльском докладе группы экспертов говорится, что риск ослабления вооруженных сил из-за нехватки личного состава чрезвычайно высок. Госсекретарь США Энтони Блинкен, отправившийся на Ближний Восток после начала конфликта между Израилем и Хамасом, отправится в Израиль, который станет первой остановкой его турне после посещения арабских стран. Блинкен прибыл в Израиль в четверг, а затем посетил Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Блинкен, который в настоящее время находится в Каире, встретится с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси.